Когда человек запускает новый проект, он сразу себе вешает на сайт метрику, Google аналитику, или Яндекс метрику, или там еще какой-нибудь экзотический инструмент статистики, как у нас, например, мы используем Piri, или там еще всякие бывают. И, соответственно, потом они вот так стоят и смотрят, как же у нас там статистика, растет ли у нас посещаемость, сколько у нас люди смотрят там на сайте страниц. И вот они стоят, посмотрят на эту главную страницу Google аналитики и уходят до завтра. А на следующий день опять заходят и смотрят: о, у нас вчера было 500 посетителей, как круто. Вот. Но что же это значит? Что означает посещаемость? Посещаемость, она, я хочу сказать, фактически ничего не означает. То есть то, что человек посмотрел, сколько у него было посетителей, это ему на самом деле ничего не дает. Почему это ничего не дает? Ну вот, например, простой пример. Да? То есть нам пришла толпа народа, но можем ли мы ее конвертировать в деньги, эту толпу народа? Растет ли у нас вместе с этой посещаемостью количество прибыли, которую мы получаем? На этот вопрос Google аналитика не дает ответа, казалось бы. Вот. То есть фактически высокая посещаемость не является показателем эффективности сайта и того, что он приносит нам деньги. Потому что существуют разные методы накрутки посещаемости, не будем их скрывать. Ну, как сейчас я приведу пару офлайн примеров. Например, всем известен, наверное, этот скандал в Харькове, который произошел в мае. Там патриарх Кирилл выступал, как литургия это называется, насколько я помню. Туда пришла какая-то толпа народу, но Российскую православную церковь не устроила эта толпа народа, и они перед тем, как вывесить эту фотографию на свой сайт, ее немножко изменили в фотошопе. И дорисовали, толпа народу стала в 3 раза больше. Примерно так же получается, что вы берете, покупаете какое-нибудь продвижение в сайте, и к вам на сайт вдруг вместо там обычных 200 человек начинает приходить 2000 человек в день. Но эти люди, это вот такие вот отфотошопленные люди, они заходят, но на самом деле их нет на сайте, они ничего не делают. Нужны ли они вам? Нужна ли вам такая посещаемость? Или другой пример. Например, вы торгуете снегоходами, да? У вас офлайн-магазин, там снегоходы. И вы берете и ставите прямо в центре своего выставочного зала клетку с обезьянкой. У вас сразу посещаемость магазина возрастает, толпы народа ходят все время по вашему магазину, но они не покупают снегоходы. Так же происходит на сайтах компаний. В последнее время модный стал тренд на сайтах компаний размещать разные пасхалки там. Типа нажми здесь, и у тебя там вылезет там голая девушка там, или еще что-нибудь такое. Ну, это часто еще бывает. И якобы это такой вирусный маркетинг и все такое, и сразу приходит куча народа. Да, куча народу приходит, но они ничего не покупают. Такая посещаемость нам тоже не нужна. Потому что эти все посетители, там, если вот хотя бы один из них сконвертируется, это уже хороший показатель. Далее, следующий показатель, который обычно смотрят, когда заходит в Google аналитику, это глубина просмотра, время, проведенное на сайте. И люди считают, что там, например, у меня большое время, которое люди проводят на сайте, или у меня там большая глубина просмотра сайта. Это хорошо, у меня хороший сайт, там, он людям интересен. Но так ли это? Потому что на самом деле сейчас в современный мир у нас все спешат. У нас все куда-то бегут. И если человек проводит очень много времени на сайте, это возможно не потому, что у вас хороший сайт, а возможно потому, что он просто не может там ничего найти. Этот сайт для него дремучий лес. Он зашел туда, он просто не понимает, что ему делать. Он прошел 20-30 страниц, у него огромная глубина просмотра, время на сайте, он так и не нашел ничего и ушел. Поэтому, если вы смотрите показатели там, глубина просмотра, время, проведенное на сайте, и они у вас большие, это, ну, из этого вы не можете сделать никакого вывода, на самом деле, из этого показателя, так же, как и из показателя посещаемости. Потому что эти показатели, они, опять же, не означают эффективности вашего сайта. Следующий показатель, который тоже и в Google аналитике, в метрике присутствует, показатель отказа, так называемый. Это когда человек зашел на ваш сайт, посмотрел одну страницу и сразу же ушел. Но фактически этот показатель тоже для вас ничего не значит, и не нужно на основе этого показателя делать какие-то выводы. Потому что этот показатель отказов, несмотря на то, что он называется показателем отказов, на самом деле он ничего не значит. То есть если человек зашел и ушел, скорее всего это просто человек, ну, который пришел на ваш сайт и, ну, пришел по ошибке, например, кликнул и так далее, поисковой выдачи там, или на рекламу. И этот показатель не нужно анализировать. Нужно анализировать реальный показатель отказов, который строится на основе вот воронки продаж, которую Вадим уже упоминал. То есть необходимо строить воронку продаж. И вот этот вот, например, у вас на регистрацию пришло 900 человек, на оформление заказа из них перешло 850, а дальше вдруг продаж совершилось всего 490. Вот это вот показатель отказа. То есть у вас 310 отказов.
этот показатель нужно анализировать, на основе него нужно делать какие-то выводы об эффективности вашего сайта. А тот показатель отказа, который вы видите на главной странице Google Аналитики, он фактически ничего не означает. Соответственно, после того, как мы поняли, что после того, как мы зашли на главную страницу Google Аналитики, а на метрике посмотрели эти показатели, и сейчас я объясню, что эти показатели нам ничего не дали, встает законный вопрос, а как же мне узнать, что мне нужно смотреть в этих системах статистики, чтобы понять, насколько реально эффективно работает мой сайт, насколько эффективно работает моя реклама, которую я даю в интернете. Во-первых, естественно, нужно отталкиваться от такого понятия, как целевые действия. То есть, если вы не работаете еще до сих пор с целевыми действиями в этих системах, значит, можно считать, что вы их вообще не используете. Поэтому, как придете, сразу же заводите целевые действия, которые у вас есть. Потому что целевые действия — это то, что вы хотите получить от пользователя на вашем сайте. То есть, это либо одно действие, например, запрос вашей контактной информации или еще что-то такое, либо это цепочка действий, в интернет-магазине это может быть от регистрации, оформления заказа, процесс покупки. В зависимости от специфики сайта это может быть цепочка, одно действие, несколько действий, или возможно даже возвращение, то есть повторное посещение. Но это нужно обязательно смотреть. И основной принцип аналитики, который действительно позволяет оценить эффективность вашего сайта, это принцип, который пришел к нам из Средневековья, это принцип «разделяй и властвуй». Нет смысла смотреть статистику в общем, потому что статистика в общем это примерно то же самое, что средняя температура по больнице. Если вы смотрите полностью отчет, он вам ничего не показывает. То есть то, что это как сказать, что вот в больнице на средняя температура 36,9, все нормально. А то, что половина больных лежит с температурой 35, а других 42, на самом деле. Соответственно, первое, что нужно обязательно разделять, это каналы связи с вашей компанией. То есть, если вы даете, например, офлайн и онлайн рекламу, в онлайн-рекламе лучше указывать другой номер телефона, другой email-адрес, потому что это позволяет вам четко отслеживать, что вот на этот телефон звонят из офлайн-рекламы, на этот телефон вам звонят из онлайн-рекламы. Соответственно, вы видите, что вот я на онлайн-рекламу в этом месяце потратил, например, больше, а звонят мне больше все-таки из офлайн. Или наоборот. За счет этого вы можете оптимизировать рекламный бюджет и в следующем месяце перераспределять рекламу по-другому. Аналогично, соответственно, с email-адресами и со всеми остальными вещами. При этом, по факту, это может вести на одного человека, главное просто отследить, на какой email, на какой номер телефона пришел звонок. Далее, к сожалению, в Яндекс.Метрике почему-то до сих пор нет такой вещи, как Google Аналитики, это называется расширенные сегменты. То есть, заходите в Google Аналитику, там в левом столбце есть такая менюшка, настройка называется. Там называется это расширенные сегменты. Смысл в чем? В том, что вы можете сегментировать своих посетителей. Вот я сейчас примерно покажу на конкретном кейсе, как это работает. Да? То есть, вот это некая такая статистика, да, это нашего сайта, статистика Бигбосса. То есть, у нас, например, 62 тысячи посетителей, из них 3000 конверсий, да? То есть, коэффициент конверсии 5%. И такой у нас сидит генеральный директор и говорит: слушайте, 62 тысячи посетителей, а 3000 конверсий, давайте повысим конверсию на 1%, это даст нам еще дополнительных 600 человек, это куча народу, а 1% это капля в море, как кажется. Но на самом деле, как это работает? Вот мы берем, то есть вот у нас есть наш пирог посетителей. 95% это те, которые не сконвертировались, 5% это наши конверсии. Но вот эти 95% они состоят из совершенно разных людей, которые пришли на наш сайт с разными целями. Вот мы сразу берем, и мы понимаем, что наш сайт Bigboss.ru, он посвящен франчайзингу. И кроме конкретно людей, которые пришли туда, чтобы купить какую-нибудь франшизу себе, присмотреть, туда приходят также люди, которые просто интересуются, что такое франчайзинг, может пишут какой-то реферат и так далее. И им, это в принципе не целевая наша аудитория. И благодаря расширенным сегментам мы можем просто взять и отсечь эту аудиторию. И на нашем сайте такая аудитория составляет порядка 30%. И таким образом у нас получается, что реальная аудитория, которую мы можем конвертировать, это 95% минус 30, остается 65%. И коэффициент конверсии, реальный коэффициент конверсии, составляет уже не 5%, а 7,5%, потому что у нас конвертируется 5% из 70, а не из 100. Далее мы можем еще смело отсечь 20% аудитории, которые пришли к нам не просто поинтересоваться, а это B2C аудитория. То есть, например, пришли посмотреть, где находятся адреса магазинов какого-то бренда или еще что-то такое. Такой аудитории у нас составляет порядка 20% на сайте.
это тоже аудитория, которая никогда не купит франшизу, и нам нет смысла пытаться их конвертировать. Таким образом, наш итоговый коэффициент конверсии составляет уже 11%. То есть, просто благодаря сегментированию мы четко можем определить, какую аудиторию нам необходимо конвертировать, и какой у нас реальный коэффициент конверсии, и как мы дальше можем его увеличивать. Потому что пытаться работать со всей аудиторией сразу не имеет никакого смысла. Соответственно, какую мы используем сегментацию? Во-первых, это сегментация по источникам трафика. Там можно указывать, там в Google Analytics, когда заходите, прям можно выбирать, какой сегмент. Например, люди, которые пришли к нам из органической поисковой выдачи. Люди, которые пришли к нам с каких-то конкретных сайтов, по баннерам, например. Ну, то есть вы знаете, что вы, например, в этом месте разместили баннеры на таких-то сайтах. Вы просто указываете сегмент, что люди, пришедшие по этим баннерам. Люди, пришедшие из там, рекламы, AdWords, Директ и так далее. И благодаря этому вы можете потом конкретно отслеживать эффективность уже каждого сегмента, какой процент из них конвертируется, что они делают на сайте, там, на какие страницы они приходят и так далее. То есть вот эти показатели, это уже то, с чем вам нужно работать. Также вы можете делать сегментацию по поисковым запросам. То есть для нас, например, четко понятно, что человек, который пришел по поисковому запросу там, купить франшизу, это целевой посетитель, его нужно конвертировать. Человек, который пришел по запросу, что такое франчайз, это не целевой посетитель, его не нужно конвертировать. Мы можем задавать сегменты по поисковым запросам и отслеживать, соответственно, какие посетители, что делают на нашем сайте. Аналогично нужно смотреть по страницам входа на сайт. Это немножко похоже на источники, но смысл в том, что на самом деле, если вы посмотрите аналитику, например, у нас главная страница сайта по посещаемости находится на 4-м месте, если я все правильно помню. То есть, если отслеживать по содержимому, главная страница находится на 4-м месте по посещаемости. Основное количество народа приходит сразу на внутренние страницы из поиска. И нужно смотреть, как человек конвертируется в зависимости от того, на какую страницу он пришел. Например, бывают люди, которые приходят сразу на страницу франшизы. Что они делают после того, как они пришли на страницу франшизы? Люди, которые пришли на страницу выдачи поисковой на нашем сайте. Что они делают после того, как пришли? То есть, благодаря таким сегментам вы можете четко понимать тенденции поведения ваших пользователей на вашем сайте зависит от того, какая страница для них была первой. Потому что первая страница, на которую он попал, во многом определяет его дальнейший путь по вашему сайту. В этом, конечно, нам также может помочь вот этот инструмент Яндекс.Метрики, который карта путей по сайту, но лично мне больше нравится работать конкретно с сегментами Google Analytics, потому что мне больше нравится, потому что Яндекс.Метрика, она какая-то, там просто вот эти стрелочки, они не дают четких каких-то цифр или четких тенденций поведенческих. И, соответственно, естественно, нужно делать сегментацию по целевым действиям. То есть, если у вас на сайте не одно целевое действие, а несколько, например, как в нашем случае, то благодаря этому мы можем четко отслеживать. Если мы делаем сегмент пользователей по выполнению какого-то целевого действия, мы сразу видим, по каким запросам этот человек пришел, на какие страницы он пришел. И больше внимания мы можем уделять именно тем конкретным страницам, тем конкретным целевым запросам, по которым были конверсии, чтобы увеличить количество этих конверсий и уменьшить, соответственно, количество людей, которые приходят нам по неконвертируемым запросам. Далее, то, что связано с оптимизацией сайта. То есть, я конкретно практически не занимаюсь оптимизацией сайта, у нас в компании над этим работают отдельные люди, я просто хочу рассказать о том, как наша компания работает с оптимизаторами. Мы не обращаемся к внешним компаниям, у нас эти люди работают в штате. Мы работаем по системе МБО. То есть, МБО это система управления по целям, когда человек назначается цель, и в зависимости от выполнения этой цели, у него уже меняется, соответственно, премия или, то есть это четко сказывается на его денежном вознаграждении по итогу месяца. Соответственно, цели, которые мы ставим нашим оптимизаторам, это не вот такие плохие цели. То есть то, что мы называем плохими целями, например, цель вывести в топ-3. Если мы нашему оптимизатору говорим, вот тебе цель, нам нужно вывести сайт в топ-3. Это плохая цель, потому что она бессмысленна. Если мы выведем сайт по какому-то запросу в топ-3, что нам это даст? Непонятно. Поэтому это не может являться целью. Или, например, увеличение посещаемости. Это также не может являться целью. Там этот человек, он букает весь свой рекламный бюджет, создаст, нарисует в фотошопе нам 6 тысяч посетителей и скажет, а почему вы мне зарплату не даете? То есть такие цели не могут быть хорошими. Хорошие цели, которые мы ставим перед нашими оптимизаторами, это вот конкретно конверсия по типам трафика. Например, мы говорим, Алексей, в этом месяце тебе нужно увеличить поисковую конверсию на 0,5%, или Иван, в этом месяце ты должен увеличить конверсию из людей, которые приходят по баннерам, на 2%.
Как он это делает, это уже его задача. То есть он также заходит в аналитику, смотрит, решает, на каких сайтах поменять баннеры, как поменять баннеры. И за счет этого получается такая реструктуризация рекламного бюджета, которая приводит к общему увеличению конверсии и эффективности. Ну, аналогично, соответственно, мы ставим целью конверсию по поисковым запросам, и отдельная цель у нас есть конверсия страницы. То есть человек занимается конкретным, ему дается какая-нибудь страница, и его задача к концу месяца сделать так, чтобы люди, которые приходят на эту страницу, ну, конверсия этих посетителей увеличилась. Вот. Потому что вот это мы считаем хорошей целью. Это цель, которая лучше, чем просто вывести в топ-3. Потому что вывести в топ-3 не имеет смысла. Увеличить конверсию из поискового трафика. А как он это сделает? Он может вывести в топ-3, он может там продвинуть его еще как-то. Ну, вот это хорошая цель. Ну, собственно, давайте вопросы. Я так поняла, что для вас задача маркетинга конверсии работать с целевой аудиторией посещения. Но кроме этого, у компании есть пиар-задача работать с репутацией и решением личного бизнеса. Умеют ли пиарщики доступ к вашему сайту и как у нас получается с вами срабатывать, делать баланс между маркетингом и пиаром? Ну, вообще, как бы задача, ну, роста брендов, ну, вообще смысл вообще такой, что Bboss и FranceShow — это компании, которые работают на рынке франчайзинга. Этот рынок франчайзинга очень узкий. В России всего лишь порядка 500 компаний, которые реально работают на этом рынке активно. Соответственно, нет смысла нам увеличивать какую-то узнаваемость бренда и так далее среди этих компаний, потому что у него и так 100% узнаваемость. Есть компания Brosco Fitness. Brosco Fitness — это компания, которая работает с франшизой, то есть это франшиза фитнес-клуба. Соответственно, здесь есть узнаваемость бренда среди B2B аудитории и среди B2C аудитории, да? Очевидно. По B2C аудитории пиарщики не имеют доступа к нашему сайту, и они только могут давать рекомендации нашим франчайзи о том, как им размещать информацию. По B2B аудитории у них есть полные возможности размещения информации на нашем сайте, то есть они при необходимости переписывают тексты, размещают новости и так далее. Естественно, советуюсь с оптимизаторами, но просто у нас нету в штате такой позиции, как, например, SEO-оптимизаторы и так далее. Мы не видим этого смысла. И у нас оптимизацией сайта занимается именно вот в случае Brosco, это как раз пиар-специалисты. Для них это комплексная задача. Узнаваемость бренда и повышение конверсии. То есть один человек работает как бы на два фронта. У нас компания так построена, и, ну, в принципе, мы считаем это достаточно успешной методикой работы. По крайней мере, за последний год мы открыли 15 клубов, это нормально. Конверсии среди B2B аудитории, среди B2C аудитории? Да, конечно. Ну, вообще это происходит очень просто. У нас для B2B аудитории один сайт, а для B2C другой. И если B2C-шник случайно попадает на B2B сайт, у нас B2B сайт сделан так, чтобы максимально его сразу вводить на B2C сайт. То есть, ну, B2B-шник он может попадать на наш основной сайт, на Brosco.ru, только там по нескольким причинам. Например, он ищет адреса клубов, куда бы ему пойти заниматься. Или он хочет узнать о том, какие у нас есть услуги. И по этому вопросу мы просто, когда, например, заходит в адреса клубов, мы ему говорим: вот тебе список городов, где у нас есть открытые клубы, переходи на сайт своего города, и там уже будет вся B2C-шная информация. И все. И таким образом мы просто всех B2C-шников с наших сайтов вводим, а B2B-шники остаются.